Mēlītes paklausīgi sitis pret zvanu malām un kāds rada brīnišķīgu mūziku. Skanošais baznīcas tornis aicina visus limbažniekus uz Limbažu pareizticīgo baznīcu. Zvanu tornī gan nesēž kuprains vīrs, bet jauna sieviete vārdā Еļена. Viņa šo neparasto arodu sāka pirms 14 gadiem. Совершенно случайно оказалась на колокольне. В храме, где я пела на клиросе, было некому звонить. И на Пасху меня попросили, говорят, попробуй, может быть, что-то получится. Sākumā Еļenai ierādīja tikai vienkāršākos zvanus, tādēļ viņa nolēma apgūt dziļākas zināšanas. И тут вышли на Минскую школу звонарей, потому что это было относительно близко от Риги. Ну, там поучилась 4 месяца. Конечно, там раскрылась вся тайна вот этого колокольного звона, потому что были люди, большие специалисты, с кем пришлось пообщаться. Sieviete iezvanījusi 200 pasaules baznīcas, bet īpaši skaisti dzied zvani kādā Krievijas dievnamā. Мне понравились колокола Нарвского Воскресенского собора. Они, мне кажется, максимально благозвучные из тех, которые приходилось вот до этого слышать. Там один большой колокол, он весит 2 тонны, это немного. Но он настолько благозвучен сам по себе, что вот когда даешь благовест, удары эти мерные, понимаешь, что не хочется ничем другим уже мешать. Вот, другими колоколами ступать жалко просто такой красивый звук портить. Limbažu pareizticīgajā baznīcā, kur Еļena strādā par zvaniķi, 1903. gadā lietie smagākie zvani svar 890 un 430 kg. Pasaulē varenākais zvans atrodas Krievijā, Svētās Trīsvienības baznīcā. Tas svar 72 tonnas. Еļena aicina savu talantu парādīt arī varenajā Krievzemē. Нас водили куда? На храм Христа Спасителя, конечно же, потому что это сердце, да, православной Москвы. В Кремле звонили тоже. Наверное, в тех храмах, где я мечтала побывать, я побывала. Но вот осталась еще Ростовская звонница знаменитая, туда хотелось бы съездить. Katram zvanu veidam ir savs vēstījums. Viens zvans nozīmē bēru zvanu, cits labo vēsti jeb blago vestu, kas ir priecīgākais no visiem. Arī zvanīšanas intervāliem ir liela nozīme. Звон – это перезвон, когда колокола звучат от большого к малому по очереди, да, с определенным промежутком. Принято промежуток выдерживать молитвой, определенной молитвой есть. Допустим, один удар сделал звонарь, говорит: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Ir zvani, kas pāriet no mazākā zvana uz lielāko, bet noslēgumā vienlaikus iezvana visus. Tas nozīmē, ka noslēdzas cikls un simbolizē cilvēka nāvi, un tad sako augšām celšanās. Zvaniķi ir pārliecināti, viņai jāprot zvanus ieskandināt skaisti, jo sieviete ciena klausītājus. Zvaniem arī jābūt vienā tonalitātē, lai tie spētu viens otru papildināt, nevis jaukt cita zvana toņa noskaņu. Звон не должен быть на одной громкости все время, да. Так, допустим, если человек разговаривает, мы же не говорим как роботы, да. У нас, например, затихание речи есть, да. Иногда мы что-то можем крикнуть так эмоционально. В принципе, в звоне это тоже хорошо использоваться, он тогда получается не скучный, а некоторые даже называют его вкусным. Zvanus pārvaldīt var ar īpašu sistēmu. Visi zvani savienot ar auklām un ķēdēm, lai zvaniķis varētu tos viegli vadīt stāvot vienā vietā. Еļena apguvis arī šādas iekārtas uzstādīšanu, un tagad citās Latvijas baznīcās savieno zvanus, lai tie varētu dziedāt visā apkārtnē. Жизнь заставила меня научиться этому всему, да. Потому что, как правило, экспертов, если люди не слышали красивых колокольных звонов, то они не понимают, зачем приглашать экспертов. Не дождешься никогда. Вот я поняла, что если ты сама не сделаешь, то никто тебе этого тоже не сделает, да? Zvanu var patiesi dziedāt, ja tos vada ticīgs cilvēks. Smaidot savu noslēpumu atklāja Еļena. Limbažniekiem veicies, jo ik nedēļu viņi var sajust šīs dievišķās vibrācijas sevī, ko modina Еļenas dejojošie zvani. Baibas Prants, Mārtiņš Šalms, Tautas balss.